Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что нежданно и негаданно ворвется в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, что это будет, кто это будет, каким образом и вообще зачем это все будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте пойдем по порядку. Странно, конечно, это все странно. Здесь очень много разных людей показали. Ну, давайте начнем, пожалуй, с этого фрагмента. Вы видите, стоит человек и вас куда-то зовет, приглашает. Вас позовут туда, куда ранее никто никогда не приглашал. И место какое-то для вас, я не знаю, малодоступное, либо в принципе недоступное. Вот вы обо всем могли подумать, но только лишь не о том, что вас туда позовут. Вот приглашают перед вами, как дверь какую-то открывают. Вот именно на вас направлено это приглашение. Вас это очень удивит. Ну и порадует, конечно же, порадует. Вижу, что пойдете, вижу, что искры из глаз, радость, удовольствие, счастье. Вот куда-то вас зовут. И вам это очень-очень нравится. Прям тьфу-тьфу-тьфу. Очень понравится. Так, еще дом, крыша дома. В вашем доме что-то произойдет. Либо в ваш дом кто-то войдет. Нежданно и негаданно. Но с правой стороны человек либо пользу какую-то вам принесет, либо хорошее дело для вас сделает, либо помощь вам окажет. Смотрите, стоит на пороге у вас человек, готов войти в ваш дом. Может быть, в прямом смысле слова, да? Может быть, и в переносном, войти в вашу жизнь для того, чтобы для вас что-то очень хорошее сделать. Знаете, как будто бы у этого человека такая миссия — делать хорошее для вас. Да? Человек рожден для этого. Вот, войдет в ваш дом. С левой стороны человек похож на большую осу с огромным жалом. Человек, который вас жалил, что ли, да, что-то вам плохое делал. Либо вы побаивались этого человека, потому что видели это огромное жало и думали, ну, точно ужалит, да, если я что-то буду делать, либо говорить, меня точно ужалят. Но здесь выяснится очень интересная и странная штука. Жало-то не настоящее, да, либо нет там яда. Это все как муляж. Представляете? А вы зря боялись, зря вы паниковали, зря нервничали. Человек как пустышка идет, да? Не оса это вовсе. Это костюмчик, да, осы. Ну, типа, я такой грозный и страшный. Я могу там влиять на жизнь и судьбу людей. Окажется, что нет. Что человек вообще ни о чем. Никто. Да? Ты никто, и звать тебя никак. Слушайте, вот это вы удивитесь. А? Так и скажете, ну как вот люди могут на себя такое вот прям брать, придумывать. Но, опять же, положительный момент. Жало не настоящее. Не настоящее. Зря боялись, зря себе в чем-то отказывали. Нет у человека ни силы, ни власти, ни возможности сделать что-то плохое. Не только вам, но и всем другим. Дерево, на котором созревают плоды. Плоды уже начинают с веток сыпаться. Обратите внимание на какие-то свои прошлые действия, поступки, род, вид деятельности, занятия, может быть, какие-то проекты у вас были.
Там уже яблоки поспели, они уже сыпятся с веток. Скорее бегите, собирайте, иначе кто-то другой соберет. Урожай, неожиданный урожай, либо урожай, про который вы позабыли. Позабыли, что-то вам деньги принесет, что-то вам принесет действительно позитивные моменты. Бегите, посмотрите по сторонам. Может быть, какие-то вклады у вас есть, да, там как проценты, да, накапали. Возможно, вы когда-то чем-то занимались. И это сейчас очень востребовано, да, люди это хотят опять. Но вот вижу прям большое дерево, и на нем вот эти яблочки, они уже созрели и начинают по одному падать вниз. Да-да-да, этим нужно заниматься. Может быть, действительно вы умеете и в прошлом делали что-то. И теперь это как никогда актуально. И именно на этом можно много-много заработать. Но заработать, смотрите, в моменте. Да? Вот сейчас, там, буквально в этом месяце. Посмотрите повнимательнее себе за спину. И вы найдете это шикарное дерево. И яблочек на нем очень много. Надо собрать этот урожай обязательно. Так, рак. Рак, который вопреки всем правилам не пятится назад, но настойчиво не пятится, да, бежит, наверное, да, вперед. Человек, который долго был в своей этой раковине, долго сидел в своем болоте, долго ни на что там не решался, не соглашался, смотрите, покажет прыть. Прям будет требовать от вас. Требовать, да. Раньше вы уговаривали, теперь от вас будут это требовать. Но если это личная жизнь, да, возможно, мужчина, который ничего не хотел развивать ваши отношения, не хотел каких-то серьезных поступков, действий, теперь сам прибежит и начнет от вас требовать. Все, срочно идем в ЗАГС, либо там срочно рожаем ребенка, срочно покупаем квартиру. Да, молодец. И опять же в делах то же самое может быть. В делах, в работе. Тот, кто не соглашался, теперь будет просто требовать как можно скорее, да, что-то делать вместе. Так, здесь вы очень довольны тем, как развернется ситуация. Ситуация с какой-то проблемой. Смотрите, была проблема и сдулась. Вы тут настроились, вы тут готовитесь, думаете, о, надо решать, это будет тяжело, это будет сложно, мне нужна поддержка, мне нужна помощь. А нет, сдулась ваша проблема. Она уже вот сдувается, буквально тут пару дней и не будет ее. Да? Ровное плоское место. Место вот этого огромного острого пика. Вот это вы удивитесь. А вот это хорошо, это очень приятно для вас. Может быть, вы сами себя как-то настроили на негативчик. Негативчика отродясь и не было. Может быть, это ваша такая страшная фантазия, что о, сложная, острая проблема. А может быть, в принципе, действительно так иногда бывает. Проблемы решаются сами собой. Но в любом случае вы будете очень довольны, и у вас освободится огромный пласт времени, который вы сможете потратить на себя, на своих близких, на свою семью. Кстати, по поводу близких. Близкий вам человек за что-то новое берется. И вы знаете, все пойдет не как всегда. Ну, что это значит? Допустим, близкий человек пытается найти работу. Вот выйдет, там, поработает пару дней, и все. Не хочу, не могу, не мое, не подходит. Там, не мой формат. А в этот раз как-то все по-другому будет. Во-первых, он очень крепко будет держаться за это новое место, за это новое дело. И еще вижу, что у него будет это получаться. Вот, может быть, это повлияет. Но прям тьфу-тьфу, дай Боже, да, пусть работает, либо пусть занимается. Вы, главное, там поддерживаете, да. Но вот не так, как всегда. Вы даже как будете бояться радоваться. Такая мысль, да, сейчас порадуюсь, он завтра там уволится, либо прекратит этим заниматься. Нет, в этот раз это будет в долгую. Здесь, знаете, как года идут. Здесь не дни, не недели, а именно года. Годами он будет этим заниматься, либо годами будет там работать.
Ну, шикарно. Тут еще раз. Так, а здесь кто-то объявится. Объявится, причем человек как будто бы вас уже разыскивает. И все дороги этого человека идут в вашем направлении. То есть около вас они все сходятся в одну точку. Кто-то очень долго вас разыскивал, либо разыскивала, и вот-вот вас найдут. Слушайте, ну вы будете поражены, что именно этот человек вас искал. А когда человек вам расскажет все свои перипетии поиска, ну тут и шок, и удивление, да, почему так сложно было меня найти, ведь вот она я, да, я ни от кого не прячусь. Возможно, человеку даже какую-то обманчивую информацию по поводу вас давали, и вы тоже этому удивитесь, очень сильно поразитесь. Да, тут будет вам о чем поговорить. Но человек вас ищет и точно найдет. Молния в трухлявый пень попадает. Молния. Но здесь какие-то, скорее всего, природные явления, либо закономерность природы. Трухлявый пень. Тот, кто себя изжил, либо то, что себя изжило, будет уничтожено. Да, ничего не останется. Но что это может быть? Человек, который, допустим, там, на работе, да, занимал должность, которой не соответствовал ни по возрасту, ни по квалификации. Да, будет какая-то чистка кадров, и не будет этого человека, да, на пенсию, например, отправят. То же самое, например, там, конкуренция в бизнесе. Кто-то уже там прям совсем не дотягивал, не соответствовал ни по качеству, ни по предложению. И опять же, интерес покупателей, клиентов, он просто снесет этого человека, да, просто отвернутся люди. Но здесь хорошее событие для вас. Вот с левой стороны, вот прям совсем не ждете, не готовитесь, но оно произойдет. Главное, чтобы вы его не проморгали. Вы как-то должны этой ситуацией воспользоваться. Прям, да, отслеживайте все вот эти изменения, все, что происходит вокруг вас, особенно вот с работой связано. Так, человек похож на огромную птицу. Подковы. Смотрите, одна подкова, вторая подкова под одной лапкой, под другой лапкой. Ну, либо вы, либо ваш близкий. Ну, с вашей стороны, с правой, значит, все-таки про вас идет информация. Вооружившись небывалой удачей и везением, да, с двумя подковами, вы совершите какой-то прорыв. Вы к нему не готовитесь, вы менее всего об этом думаете. Либо наоборот, вам кажется, что какие победы, какие прорывы, какие достижения. Вот лишь бы день прожить, да? Лишь бы проблем не было, либо поменьше стало. Но, несмотря на это, видите, две подковы. Две подковы. Куда-то вы полетите, либо чем-то вы займетесь, на что-то вы настроитесь. Здесь, кстати, одна подкова может отыграться как в профессиональной сфере, в сфере вашей реализации, и также в личной жизни. Да, две подковы. А внизу у вас образ человека, который вам чашу предлагает. Любовное признание, позвать на свидание. Опять же, вы все разные. У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Человек вам проявится, человек вам о своих чувствах скажет. Человек, опять же, подойдет познакомиться. Чашу протягивает, все-таки про любовь идет. Смотрите, здесь кошечка, вот она, видите, хвостик. Кошечка. Кошечка дерется с вороной. Странная, конечно, картинка. Лиса наблюдает. Не очень хорошие люди в вашем окружении, они ссориться начнут. По крайней мере, двое из них начнут очень сильно с друг другом ссориться. Здесь даже не просто вражда, не просто ссора, а здесь прям перья, пух будет лететь в разную сторону, чуть ли не в рукопашную сойдутся. Ой, очень приятное зрелище. Прям невероятно приятное зрелище, которое вам очень понравится. То они на вас кидались, да, что-то плохое делали, а теперь они между собой там междоусобную брань устроят. Но лиса пока, видите, в стороне стоит. Самый главный хитрый человек стоит в стороне.
Не забывайте про это. Нежданно-негаданно какой-то человек придет вам что-то возвращать, отдавать. Может быть долг, а может быть какие-то вещи вами, ну, допустим, утерянные. Либо, может быть, кому-то вы давали попользоваться. Вот придет человек и вам будет что-то отдавать. Вы, если честно, то ли с деньгами, то ли с этими вещами уже как простились. И не верите в то, что вы это получите. Либо считаете, что это вот потеряно, безвозмездно потеряно, утрачено. Придет человек, либо тот, кто брал, либо от того, кто брал. Как вернут, причем в полном размере. Либо соразмерно тому, что вы давали. Ну, понятно, да, если у вас там взяли какую-то вещь попользоваться, и она там разбилась, сломалась, то вернут нечто похожее, либо в денежном эквиваленте, причем полном. Вот это приятно. Это будет очень приятно. Куриная лапка. Куриная лапка вниз, куриная лапка вверх. Это всегда про магию. Одна смотрит вниз, другая смотрит вверх. Что-то сработает, что-то не сработает. Причем в то, что вы не верите, как раз таки и сработает. Вот как вам обещано, так оно и сработает. А в то, что вы верите, либо за то, что вы деньги платите. Ну, допустим, да, опять же пример. Вы что-то сами там нашли, узнали, вам кто-то подсказал, и вы думаете, хрень, не сработает. И тут какой-нибудь там супермаг, да, в 10-м поколении, с такими вот там дипломами, с такими-то, не знаю, там, историями, там сколько, 3000 человек, довольных клиентов, они не любят такое рассказывать. И вы такая думаете, точно, к нему пойду, либо к ней пойду, вот там точно мне помогут, вот там 100% не помогут. У вас как-то все по-другому идет. То, что вы делаете сами, да, что-то простое, может, в интернете найденное, либо там бабушка какая-то посоветовала, вот оно работает. И сработает прямо на все 100. А то, что вам обещают, например, за большие деньги, то совсем просто туфта, ноль, ничего, пустое место. Только деньги зря потратите. Запомните, мои хорошие, раз и навсегда. Люди, которые зазывают вас к себе на прием, да, обещая вам там помощь от всего и вся, да, намагичу, нахимичу, все, что пожелаете. Обычно это шарлатаны. Шарлатаны чистой воды. Вот логично, да, как это работает. Если человек действительно обладает тайными знаниями, большой силой, к этому человеку люди идут сами. Этому человеку не нужно о себе рекламу давать. Да, потому что сарафанное радио работает лучше любой рекламы. Любой, вот поверьте. И опять же, эти люди, у них запись расписана, не знаю, на несколько лет вперед. Я всегда говорю, если вы хотите к кому-то обратиться, всегда опирайтесь на живые, настоящие отзывы. Живые, настоящие отзывы. Человек, который дает про себя рекламу, который себя постоянно рекламирует, вы понимаете, да, никто к нему не идет, поэтому человек себя рекламирует. Человек этим занимается с точки зрения заработать денег, да, на свою там шикарную жизнь. Вот и все. Хотите быть спонсором этого человека? Идите. Вон, куча даже в Ютубе есть те, которые себя все время рекламируют. Они там мастера на все руки. Оставите деньги, останетесь с носом. И опять же, я всегда вас учила. Самый лучший и сильный заговор в мире – это молитва. Так что, пожалуйста, про это не забывайте. Вот у вас так и показано. Лапка вниз, лапка вверх. То, на что вы надеетесь, ноль, да, не работает, не сработает. Просто время и деньги выброшены на ветер. А вот то, что вы считаете какой-то ерундой несерьезной, вот оно очень здоровски вам поможет. Так, в самом венце у вас огромная такая стена между вами и кем-то. Эта стена, она разрушится, причем разрушится в один момент. Знаете, это венец, это то, что происходит по велению высших сил, по воле высших сил, по желанию высших сил. Высшие силы говорят так. Да, вы поссорились. Да, может быть, между вами даже какие-то, прям совсем уж холодные взаимоотношения. Вы не хотите, не желаете друг друга видеть, но вы друг другу очень нужны. Вы друг другу очень нужны. Стена рухнет.
Вы и оглянуться не успеете, как вы и помиритесь, и подружитесь, и все у вас будет хорошо с этим человеком. Вы друг другу истинно нужны. Может быть, по глупости поругались, может быть, еще какие-то обстоятельства были, может быть, вас кто-то рассорил. Вы оба выстроили между друг другом вот эту огромную стену, но высшие силы эту стену разрушат. Вы друг другу и нужны, и важны. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.